совсем закрывается и тысячи собак будут выпущены на улице Якутской. Так ли это? Новостной портал КПТР решил узнать из первых уст. Внезапная новость распространилась по мессенджеру WhatsApp и вызвала волну негодования со стороны обеспокоенных граждан. Директор приюта для бездомных животных Екатерина Безрученко рассказала о том, что учреждение работает в обычном режиме и к данной информации отношения не имеет. Ну, во-первых, это большая глупость, потому что 30 декабря это запрещено судом. Ничего я нарушать не собираюсь, и тем более я не желала и не планировала этого делать. Ситуация, да, на сегодняшний день критичная, но эта критичность потихоньку решается. Я вам немножко сейчас покажу, обход сделаем совместно. У нас строятся новые вольеры, то есть буквально, надеемся, наверное, может уже к завтрашнему дню мы уже запустим и начнем садить туда собак. То есть немножко мы разбавили. Волонтеры помогли с цепями, с карабинами. То есть на завтра кое-какие округа отправят нам своих плотников. У нас есть доска, оставшаяся из постройки зимних вольеров. Мы будем строить будки. По словам Екатерины, у приюта существует острая проблема нехватки отдельных мест для животных. Это деревянные будки, куда определяют собак, дабы избежать скученности в общих вольерах. Драки имеют место быть. Почему? Потому что скученность большая. В принципе, у нас имеется 1200, да, даже по подсчетам 1200 мест, которых бы мы могли рассадить. Но из-за того, что особи очень крупные, большие, мы не имеем такой возможности. То есть нам приходится заведомо в вольерах, в общих, уменьшать эти места, вытаскивать оттуда собак, потому что собаки рвут, как сказать, это не происходит долго. Это происходит буквально за считанные секунды. Работники не успевают запрыгнуть в вольер даже, чтобы что-то предотвратить. А ситуация, да, на самом деле дикая. Ну вот, как-то пошло на спад, наверное, начали принимать какие-то меры, скажем так, да, рассаживать, вытаскивать, уменьшать. Ну, посмотрим, как дальше будет, пока ничего сказать не могу. Ну и, естественно, строим дополнительные места, чтобы принимать в дальнейшем собак. Будки, которые построили, не будки, да, клетки, которые построили в дополнение на новой территории, рядом с ППЖ, они еще не сданы. То есть в эксплуатацию они не приняты. И на сегодняшний день решается вопрос о передаче. Но на сегодняшний день еще ничего не решено. То есть вроде бы и места есть, на самом деле их нет. Поэтому было принято решение построить новый вольер. Мы его построили буквально за 4 дня. Пройдемте, я вам сейчас покажу. Ну и, естественно, покажу вам, чем мы кормим собак, чтобы вы уже наглядно были убеждены в том, что они действительно едят довольно-таки неплохо. Как делится Катя, ситуация с подобными слухами случай не единичный. И ей, сотрудникам приюта, нередко случается сталкиваться с критикой в сети. На самом деле, да, это у нас остатки, то, что мы строили в декабре месяце. Чего-то много купили, но это хорошо, потому что сейчас мы это пустим на изготовление будок. Нам действительно нужны руки, которые смогут потратить время, свое прибытие здесь, чтобы их наколотить быстрее. Ну и, конечно, если у кого-то что-то завалялось, нам не надо новые, там, высшего сорта. Они все равно все ломают, потихоньку разбирают. Все можно пустить в ход, абсолютно все. И это может быть и доска, это может быть и фанера какая-нибудь. Ну, то есть, в общем, очень много всего, да, может быть. Чего действительно не хватает ребятам, так это лишних рук и стройматериалов. В планах у приюта постройка еще одного вольера с зоной для выгула. На самом деле это любой строительный материал, это неважно там гвозди, шурупы, что-то еще, и действительно материал на будке. Это вот, ну это посадочные места. И, естественно, это руки, но сейчас немножко уже теплеет изрядно. И я так думаю, мы вернемся к той практике, когда приходили волонтеры и действительно на выходных нам помогали. Массово они действительно за выходные могли и несколько будок наколотить, и подправить там старые будки, которые износились и погрызлись и тому подобное. То есть, ну, уже теплеет, поэтому уже, наверное, со следующей недели начнем такие практики делать, вводить. Тем более есть люди, которые все-таки нам помогают и приходят на помощь. Именно руками. Здесь дело не в деньгах и не в чем-то, а именно руки нужны. Ну и строительный материал, может, кого-то после стройки осталось, согласитесь, дом строили, теплицу, дачу, что-то ненужное, возможно, есть.
И, естественно, как-то вот договариваться, чтобы это можно было транспортировать к нам. На сегодняшний день в приюте содержится около 1000 собак, а после расширения территории количество мест предположительно возрастет до 3000. Учреждение работает в обычном режиме и закрываться в ближайшее время не намерено. Надежда Кузнецова, Алексей Елисеев, ТВТН, Якутск.